В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. В Якутии началась подготовка к паводкоопасному периоду. Какие поручения были даны? Когда вступит в силу законопроект об упрощенном получении вычетов, расскажем в этом выпуске. Поможет в поиске и получении электронных версий книг и не только. В Якутии набирает популярность услуга персонального библиотекаря. 120 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Якутии. Это данные регионального оперштаба. В Якутске 38 заболевших. В Мирнинском районе 23, в Алданском 17, в Нюрнгринском 11. От 1 до 6 случаев выявили еще в 10 районах республики. За сутки лаборатории провели 1782 исследования на COVID-19. Сегодня я бы хотела обратить внимание на наших граждан пожилых и лиц, болеющих хроническими заболеваниями. Сегодня для вас достаточно важным пройти именно вакцинирование. Это вакцинирование даст возможность как можно легче перенести достаточно сложный период с возможными последствиями, связанными с коронавирусной инфекцией. Поэтому мы приглашаем во все наши учреждения здравоохранения лиц как пожилого возраста, так и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. На настоящий момент запись будет проведена, и, соответственно, вакцинация открыта в том числе и для вас. В Якутии началась подготовка к паводкоопасному периоду, о планируемых мероприятиях и задачах, а также об ожидаемых гидрометеорологических условиях говорили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством вице-премьера Алексея Колодезникова. По данным гидрометцентра, из-за аномально холодной зимы толщина льда сформировалась свыше нормы от 10 до 40 сантиметров. По словам вице-премьера, необходимо увеличить объем закупаемых взрывчатых веществ, расширить республиканский резерв быстро возводимых дамб. По итогам заседания Главному управлению МЧС совместно с Мининноваций поручено проверить доступность связи в отдаленных районах республики, а главам муниципальных образований обязали начать плановую проверку состояния гидротехнических сооружений на местах. Мы выпустили уже распоряжение правительства в части задач органов исполнительной власти, муниципальных образований, предприятий и учреждений по безопасному прохождению весеннего половодья. Сейчас должны отработать по восстановлению связи КСОН, чтобы оповещение у нас своевременно проходило. Ослабление прочности льда, конкурсы уже начинаются, и в начале марта этот договор все будут заключены, чтобы уже в марте, в конце марта и начале апреля эти работы проводить. То есть готовность в принципе есть, просто мы сейчас должны усилить мероприятия, чтобы во всеоружие к паводку подойти. Недропользователи планируют добыть около 100 тонн серебра в Якутии в этом году. Об этом сообщает Министерство промышленности и геологии республики. По итогам прошлого года недропользователи произвели свыше 80 тонн серебра, что на 66% меньше результата 2019 года. В 2021 в регионе планируется получить 98 тонн драгоценного металла. В ведомстве отмечают, что снижение вызвано завершением опытно-промышленной добычи серебра на месторождении Верхней Менкече. Минсельхоз Якутии окажет помощь пострадавшим аграриям в доставке сена из других районов республики. Об этом заявил зампред правительства Якутии Михаил Никифоров в ходе прямого эфира в социальных сетях. Он рассказал, что в прошлом году планы заготовки сена были выполнены не всеми муниципальными образованиями. Кроме того, осенью в результате пожаров в ряде районов сгорело около 2 тонн сена. В связи с этим Министерство сельского хозяйства республики приняло меры по оказанию помощи пострадавшим сельхозпроизводителям в виде единовременной выплаты на приобретение сена. Сегодня 50% налогоплательщиков Мирнинского района представляет информацию в налоговые органы на бумажном носителе. Другая часть через личный кабинет. Возможно, скоро налогоплательщикам не придется и этого делать. В январе Комитет Госдумы в первом чтении одобрил законопроект Министерства финансов об упрощенном получении вычетов. Подробности смотрите в следующем сюжете. 50% мирнинцев не знают, что такое налоговый вычет, а 80% никогда его не возвращали. Это показал опрос среди горожан. Никогда не получали?
Нет, я даже не знаю, что это просто. Нет, не знаю. Никогда не возвращали? Когда-нибудь возвращали? Конечно, конечно. Легко вообще это сделать? Ну, знаете, я сама по специальности бухгалтер, поэтому это для меня, честно говоря, самое легко. А вот для непосвященного человека немножко будет с этим трудновато. Но налоговые вычеты бывают на детей, ну, если первичная ипотека, ну и это если где-то служили, это в Афганистане, там, в Чечне, там, и тому подобное. А вам удавалось возвращать его? Ну, у меня уже ребенок взрослый, как бы сейчас этим не пользуюсь. Ну, конечно, слышала. Удавалось возвратить? Нет, ни разу. Не пробовали, Не считаю. пробовала. А еще опрос показал, о налоговом вычете и способах его возврата обычно знают бухгалтеры или экономисты. Валентина Стоева не имеет специального образования в этих сферах, но для нее не проблема заполнить налоговую декларацию. В помощь девушке гостевой компьютер в налоговой инспекции. Первый раз через личный кабинет я начала подавать в прошлом году. Это несложно. В первый раз, конечно, какие-то опасения, какие-то сомнения. Но когда ты начинаешь работать в этой программе, все достаточно легко. Есть подсказки. В общем, нужно пробовать. В этом году граждане получают вычеты за доходы с 2018 года по 2020. Вернуть 13% потраченных средств могут те, кто впервые купил жилье, оплатил обучение несовершеннолетних детей, потратился на лечение, покупку полиса медстрахования или благотворительность. Воспользоваться возвратом средств могут только официально работающие граждане, уплачивающие налоги и проживающие в России не менее 183 дней. Большой популярностью у нас пользуются это имущественные вычеты, вычеты за обучение детей и вычеты за лечение. В последнее время тенденция, что больше стали сдавать через личный кабинет налогоплательщика. В январе Комитет Госдумы в первом чтении одобрил законопроект Министерства финансов об упрощенном получении вычетов. Предполагается, что налоговые инспекторы будут самостоятельно проверять право на возврат денег, и гражданам не потребуется заполнять отчетность. На запуск проекта правительство заложило в нынешнем бюджете более 2 миллиардов рублей. Мария Флоренция, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Представителей средних профобразовательных организаций Якутии пригласили на офлайн-обучение в Московской школе управления Сколково. Обучающий модуль состоит из лекций по истории развития технологического форсайта, изучению лучших практик, а также практического блока. По итогам образовательной сессии будет разработана дорожная карта по реструктуризации образовательных программ под задачи экономикообразующих отраслей региона. Отметим, что Якутия входит в число 5 пилотных регионов, реализующих мероприятия международной программы укрепления систем среднего профобразования и содействия развитию рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Около 3000 рабочих мест и 600 предприятий. Впервые в Якутии стартовала онлайн-ярмарка вакансий на площадке Zoom. Всего будет работать 21 онлайн-площадка, где соискатели смогут напрямую задавать вопросы работодателям, направить резюме и пройти собеседование. Онлайн-ярмарка охватит практически все районы Якутии. Помимо этого, для участников организовали мастер-классы по открытию собственного дела, вебинары по продвижению бизнеса и другие проекты. Напомним, масштабная онлайн-ярмарка вакансий будет работать 2 дня. Сегодня-завтра на площадках непосредственно работодатели будут рассказывать о своих вакансиях для молодежи, какие условия, какой уровень заработной платы, какие перспективы для молодого специалиста, что необходимо им для того, чтобы трудоустроиться. И непосредственно те, которые будут подключаться на эти площадки, молодые ребята, то они смогут напрямую задать вопрос работодателям, которые их интересуют. И мы разместили на сайте электронную почту, куда желающие уже направляют свое резюме. И вот по итогам этой ярмарки, по всем этим резюме, мы уже подключаем наши центры занятости, которые по всей республике есть, и, соответственно, они будут персонально отрабатывать с кадровыми службами по каждому резюме. С каждым днем увеличивается количество читателей, пользующихся услугами персонального библиотекаря. Это один из новых проектов Национальной библиотеки, стартовавший с начала пандемии в Якутии. По запросу читателя к нему прикрепляется сотрудник библиотеки, который в дистанционном формате помогает в поиске и получении электронных версий книг, предоставляет доступ к оцифрованным произведениям. На сегодняшний день 25 персональных библиотекарей выполнили более 4000 запросов читателей. Услуга востребована даже среди
среди жителей районов. Отметим, что аналогичных проектов нет ни в одном регионе страны. Для того, чтобы получить услугу персональный библиотекарь, надо позвонить в колл-центр 455-855, и тогда оператор колл-центра назначает персонального библиотекаря по запросу пользователя. Например, пользователь говорит: «Я хочу читать краеведческую литературу, помогите мне, пожалуйста». Тогда персональный библиотекарь обрабатывает запрос и передает его для того, чтобы дежурный, который из фонда помогает с предоставлением, допустим, справочной информации. Персональный библиотекарь учит пользоваться электронной библиотекарь. Иногда даже по телефону бывает так, что учит открывать электронную почту. Да, вот до такого. Такие случаи тоже у нас есть. Летающее такси скоро будет существовать не только в фантастических фильмах, утверждает московская компания «Хаверсерф». Роман Чуриков расскажет подробности. «Летающие машины уже рядом», гласит девиз московской компании «Хаверсерф». И изобретатели решили доказать это делом. В одном из пустующих из-за коронавируса столичных спорткомплексов прошел тестовый полет прототипа воздушного такси. Пока это предсерийный образец, у него нет даже руля, а управляется как обычный дрон, дистанционно. Но это только пока, говорит глава Хаверсерф Александр Атаманов. Летающая машина, прототип, в скором времени превратится в серийный аппарат, который мы собираемся построить в 2021 году. И таким образом все технологии, которые мы отработали там, перейдут в эту машину. И машина будет летать при помощи нового типа двигателей Вентури, которые установлены здесь и здесь. В Хаверсерф надеются, что первый серийный образец будет выпущен до конца года. Но для этого нужно провести полноценные испытания. Они назначены на сентябрь. Разрешение на полеты планируют получить до 2025-го. Оптимизм разработчикам внушает эффективность французских двигателей, а также собственный опыт. 3 года назад они уже успешно создали летающий мотоцикл для полиции Дубая. Начинали с технологии одноместного персонального дрона, ховербайк, так называемый Scorpion S3, который поднимал одного человека. Это было экстремальное... И был шумнее, к слову говоря. Был шумнее, да, он был более экстремальный, более дерзкий, если можно так сказать. Вот. И с тех пор мы всю технологию перевозки человека по воздуху при помощи дрона постоянно модернизируем, постоянно добиваемся каких-то новых успехов. И все эти технологии переходят из одного вида летательного аппарата в другой, постоянно совершенствуясь и набирая уровень безопасности. Интерес к потенциальной новинке высокий. За 5 лет Хаверсерф удалось привлечь $3 миллиона инвестиций. При этом для пассажиров такого такси поездка будет совсем недорогой. Изобретатели прогнозируют цену в 20 рублей за километр. На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и всего хорошего.